Шумбратодо вечквикс ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! В этот морозный январский день я, Леонид, и моя любознательная помощница Лисичка приветствуем вас в школе мордовских языков на уроке эрзянского языка. Шумбрат, Леонид, шумбратодо ялгат. Лисичка, какой же теме посвящен наш сегодняшний урок? Чтобы узнать тему нашего занятия, я предлагаю ребятам послушать эрзянские пословицы, которые я подготовила, и угадать, о чем мы сегодня будем говорить. Слушайте внимательно. Тонавтнемась пштилгавты, нузяксчись ножкалгавты. Ученье ум развивает, а лень притупляет. Кие ламу ловны, се ламу соды. Кто много читает, тот много знает. Ребята, я думаю, вы все правильно поняли. Ведь в этих пословицах заложена народная мудрость об знаниях и учебе, большую часть которых мы получаем в школе. И сегодня на уроке мы изучим с вами новые слова и выражения на эрзянском языке по этой теме. Итак, тема нашего урока – тонавтнемась валдочи, учение свет. Ребята, эту тему мы выбрали не случайно. Ведь скоро, 25 января, во всей стране будет отмечаться День российского студенчества или Татьянин день. Почти 20 лет тому назад этот день официально установлен указом президента и включен в список памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день, в 1755 году, в день мученицы Святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И эта дата стала официальным университетским днем. Друзья, составим предложение на эрзянском языке, в котором говорится об этой знаменательной дате, и постараемся его запомнить. Слушайте внимательно. Студентинчись, тешкстави, як шамковань комсеветиете чисты. День студента отмечается 25 января. Ребята, а что значит в вашей жизни учеба? Любите ли вы учиться? Сколько времени вы посвящаете учебе? Леонид, я думаю, что наши друзья очень любознательные, умные и талантливые. Они любят учиться и получать новые знания. Слово «знание» на эрзянский язык переводится как «содом учить». Ребята, какие же знания вы получаете в школе? Назовем их по-эрзянски. Кельде содом учить. Знания о языке. Ломанди содом учить. Знания о человеке. Культура до содом учить. Знания о культуре. Перпельксте содом учить. Знания об окружающем мире. Ребята, наверное, каждый из вас мечтает хорошо окончить школу и поступить в университет или институт и стать успешным студентом. Составим предложения на эрзянском языке, с помощью которых можно это выразить. Лисичка, поможешь нам? Конечно! Мон бажан тонавтнеме университетса. Я мечтаю учиться в университете. Мон бажан тонавтнеме институтсу. Я мечтаю учиться в институте. Леонид, а в каком вузе учишься ты? Скажи нам на эрзянском языке. Монтоновнян Макар Евсевьевич Евсевьевин Лемсе, Мордовской
Государственной педагогической университете, филологической факультете. Я учусь в Мордовском государственном педагогическом университете имени Макара Евсевьевича Евсевьева на филологическом факультете. А какую профессию ты получишь после окончания университета? Мон карман улими тирень келень, да литературань то нафтытякс. Я буду учителем родного языка и литературы. Спасибо, Леонид. Я думаю, многие из ребят, мечтающих стать педагогами, после окончания школы обязательно сделают правильный выбор и придут учиться в Мордовский государственный педагогический университет, ведь здесь они приобретут все необходимые знания для того, чтобы стать профессионалами в своем деле. Ребята, а как вы думаете, что нужно для того, чтобы эта мечта сбылась? Как стать успешным? Конечно же, надо много читать, грамотно писать и всегда выполнять домашние задания и многое-многое другое. Назовем эти выражения на ирзянском языке. Видисте сёрмадомс. Грамотно писать. Ловномс книгат. Читать книги. Теймс кудонь тев. Выполнять домашние задания. Теймс проект. Сделать проект. Раньше вместо слов «пойти в школу» говорили «отдать в учение». Это выражение подчеркивает основную задачу учреждения, в котором учатся – научить чему-то важному для жизни. Уметь учиться – это прежде всего правильно организовывать свой труд. Поэтому для каждого школьника важно соблюдать правильный режим. Это важно для сохранения здоровья и физического, и умственного развития. Он состоит из нескольких пунктов. Обозначим их на ирзянском языке. Кудонь ды школань тевть. Занятия в школе и дома. Ушусо оймсева. Ванькско что лексима. Отдых на свежем воздухе. Вадря ды леза ярсамопель. Полноценное питание. Кеме ды шумбра удома. Крепкий и здоровый сон. Налксимань шка. Время для игр. Молодцы, друзья! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром ирзянского языка в нашей школе мордовских языков. В заключение нашего занятия нам хотелось бы поздравить всех студентов с наступающим праздником на ирзянском языке и пожелать им успехов в учебе, новых знаний и замечательных идей. Студентенчин Марто, арситяну изнях стонов немасунть, от судомучить, дывадря мельть арсимат. Не мазанок, вечквикс ялгат. Улиди шумбрат. До свидания, дорогие друзья! Будьте здоровы!